Как известно, в Российской империи были военизированные формирования на основе национально-территориальной зоны, в частности, Дикая дивизия и некоторые другие части. И одной из таких частей также был Закаталский полк, набранный из авар Закаталской зоны. Именуемый в аварской транскрипции Чаром, а в русской Джаром. Мы так и будем в дальнейшем называть его Джаром. Ну, так вот, Закаталский полк активно участвовал в 1918-1919 годах в обороне Азербайджанской Демократической Республики в ходе возникшей на тот момент Азербайджано-Армянской войны. Плюс на территории Дагестана руководителем одного из фракций повстанцев, а именно Нажмудином Гацинским, был сформирован отряд 10 тысяч сабель, слабо вооруженный, не имеющий тяжелого вооружения, и даже пулеметов практически у них не было. И вот этот 10-тысячный отряд прибыл на помощь Азербайджанской Демократической Республике в 1918 году в город Баку, где он вступил в противостояние с различными военизированными формированиями армян. Следует сказать, что тактик в военном деле Нажмудин Гацинский, конечно, был не ахти как, и практически в первом же бою его формирование попало под перекрестный пулеметный огонь, в результате которого погибло, по некоторым данным, до 5000 бойцов. Ну, как бы то ни было, вот эти все люди, особенно Закаталский полк, проявили массовый героизм в обороне Азербайджанской Демократической Республики. Именно благодаря им это государство практически и состоялось. Впоследствии оно было уже оккупировано турецкими войсками, а после турецких войск было оккупировано британскими войсками во главе с командующим Томпсоном, который базировался на Абшеронском полуострове, а впоследствии, когда они заняли территорию Дагестана, также их военные, военно-воздушные и военно-морская база базировались на острове Чечень в Каспийском море. И вот в условиях оккупации английскими войсками как раз таки Красная Армия и вступила на территорию Азербайджана, освобождая ее, а не так, как Алиев заявил, что Азербайджан был оккупирован Советской Россией. Это смотря с какой стороны подойти к этому вопросу. Учитывая тот фактор, что, собственно говоря, отец Алиева и, по-моему, даже дед занимали высокопоставленные посты не только в Азербайджанской республике, но и на общесоюзном уровне, то, наверное, сам Алиев Ильхам тоже является из череды этих оккупантов Азербайджана, так как он оккупировал власть в Азербайджане, оккупировал экономическую составляющую Азербайджана и всех ее народов, оккупировал он также свободу слова в Азербайджане, и, исходя из этого, наверное, ему близко это понятие оккупации, и он объявляет оккупантами Россию в данный момент, и совершенно не чураясь ничего, объявляет, что, дескать, Россия является оккупантом на территории Украины. Хотя весь мир прекрасно знает, что Россия с 1914 года, точнее с 2014 года, неоднократно вплоть до 2022 года, в течение 8 лет терпела тот факт, что русскоязычное население на территории Украины уничтожалось фактически. Уничтожатели эти, естественно, забугорные. По их директивам все это происходило, и Россия попросту не могла не обратить внимание на положение своих соотечественников на территории Украины, в связи с чем и она приняла это решение произвести специальную военную операцию
по защите русского и российского населения на территории Украины.